Смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Путь предпринимателя – это извилистая дорожка со своими взлетами и падениями. Как показала пандемия, даже при самом грамотном расчете можно ошибиться и оказаться в сложной ситуации, как финансово, так и морально. О том, как найти в себе силы двигаться несмотря ни на что, а также о современном бизнес-сообществе мы сегодня поговорим с нашей гостьей, предпринимателем Любовью Монастыревой. Добрый вечер, Любовь Егоровна. Добрый. Вот давайте поговорим о том, как сегодня в целом чувствует себя предпринимательское сообщество, как развивается, к чему идет, сколько у вас, по ощущениям, рядом в виде коллег молодежи. Бизнес, да, развитие идет довольно-таки семимильными шагами, я бы так сказала. Предприниматели, особенно молодые, очень даже, я бы, наверное, сказала бы, очень Целеустремленные? целеустремленно идут. Идут уже конкретно к своей поставленной цели. То есть они уже видят в конце пути, допустим, да, или же на каком-то этапе своего пути, свою цель, и они идут к ней. Угу. Ну а чувствуете с их стороны конкуренцию? Да, на пятки хорошо так наступает. Ну а вот что нужно делать для того, чтобы развиваться, как вы считаете? Ну, кроме цели, кроме целеустремленности и видеть перспективу. Вот что еще нужно? Характер, упорство, что? Да, скорее всего, характер, это в первую очередь, все зависит от характера, упорство, это также немаловажное. Ну и, наверное, целеустремленность и видеть себя полезным для общества. Ну вот какие есть общие тренды, тенденции в бизнесе и стоит ли им следовать? Ну вот одно время было модно открывать магазины по продаже каких-то аксессуаров для телефонов, шоурумы росли, магазины с одеждой просто на глазах. Вот как сейчас, как вы считаете? Или вот каждый выбирает какой-то свой путь и по нему идет? Или идет по каким-то трендам? Скорее всего, ну, мне так кажется, да, то, что тренд, он был, он есть, он будет. Но каждый предприниматель видит все-таки себя в своей нише сам. Куда он хочет пойти. Допустим, хочет он, опять-таки, разлив воды, будет у него разлив воды. Магазин будет магазин. Шоурумы это то же самое, так и будет. И это, говорю же, все зависит от того, как он себя видит. И где, в какой сфере он больше себя видит. Ну, то есть для того, чтобы начать бизнес, нужно выбрать сферу, то есть для себя решить, кем ты хочешь стать, скажем так. Это как профессия. Вот когда в школе учишься, все же спрашивают, вот кем ты будешь, когда вырастешь? Вот кто-то говорит, врачом будет, продавцом, парикмахером и так далее. Тут такая же картина, только уже во взрослой жизни. Ну вот мы с вами говорили о том, что есть много предпринимателей юных. Вот как вы считаете, что все же лучше начинать в зрелом возрасте, когда ты, не знаю, отучился, когда ты подготовился, знаешь уже, как дебет с кредитом сводить, или можно стартовать прямо вот в юном возрасте, скажем так, 18 лет исполнилось и вперед? 18 лет, мне кажется, это все-таки рановато будет, но а так, если энтузиазм есть, то нужно идти. И тут уже не важно о возрасте, в каком возрасте это все начинать. Главное было бы желание. Да. Ну вот история знает примеры, когда человек не один год пытается развивать свой бизнес, в него никто не верит, он старается, но ничего не получается, к сожалению. Но при этом человек, опять же, не сдается и добивается успеха. Ну вот стоит ли сегодня быть таким упертым, или все же стоит подобрать себе что-то другое? Или нужно, вот если ты выбрал себе дело, то и прям нужно до конца им заниматься, пока успеха не добьешься? Или все-таки это не обязательно? И сейчас настолько много всего, что можно выбрать все, что угодно. Тут уже зависит, опять-таки, от самого человека. Это вот как Samsung, да? Samsung тоже. Сколько лет он бился? Он, насколько я помню, насколько я знаю, да, около 35 лет он бился над одним утюгом. Он, бедняжка, пытался сделать утюг, потом его еще продать, и так несколько лет. В конечном итоге что? У нас мы все в Самсунгах, все Samsung.
Ну, поэтому, несмотря ни на что, нужно двигаться вперед. Да, да. Но вот а как шишек-то не набить? Вот бывает же, говорят, что типа вот человек должен пройти свой путь, он должен набить шишек. Но у нас же очень много примеров, вот таких, допустим, как тот же Samsung. Вот как выбрать свой путь? Все-таки идти по извилистой дорожке или посмотреть примеры других людей и сделать выводы? Или такого не бывает? Бывает, еще Бывает? как бывает, да. Нужно, вот я про свой опыт скажу, да. Я, когда вот только начинала в своей сфере работать, да, не спорю, шишки были колоссальные. Это тогда я еще интернетом почему-то не так пользовалась и не так, видимо, хотела. Хотя можно было бы это все прочитать, да, увидеть и все остальное. Шишки набила, да, не спорю. Но потом уже я научилась, главное, слушать и слышать. Вот как научишься и слушать, и слышать, тогда уже становится легче. А вот слушать и слышать себя или кого-то, чьи-то Кого-то, советы? оппонента, советы. Вот, допустим, кто-то мне посоветовал, так-то можно сделать, то-то можно сделать. Я такая подумаю, да, действительно можно будет сделать, но чуть-чуть по-другому. Так, как, допустим, мне удобно. Ну, то есть опыт, он полезен Да. в любой сфере. Обмен опытом, это в любой сфере он нужен. А вот конкуренция как у вас в вашем деле? Хорошая, Хорошая? очень. Вот конкуренция, она все-таки давит или наоборот побуждает делать еще лучше? Скорее всего, опять-таки, на моем примере, да, я бы, наверное, сказала, делать еще лучше. Это вот как вопрос, почему у них получается, а у меня нет. Почему они могут, а я нет. А вот как вы относитесь к курсам для бизнесменов? То есть сейчас в сети очень много всяких программ обучающих, всего на свете. Выбирай все, что душе угодно. Они все-таки приносят пользу? Или Не все. Не все. А вот как выбрать, допустим, и понять, что вот этот именно хороший? Я для начала, наверное, выбираю по спикерам. Если я вижу, что спикер, вот мне он нравится, он хороший, я его слушаю, в каких-то моментах даже, наверное, и прислушиваюсь, да. Если есть этот спикер, то да, я могу пойти. Ну, то есть мы, грубо говоря, идем не на курс, а идем на спикера. Да, на спикера. Почему? Потому что он... это вот как преподаватель в институте. Допустим, один и тот же предмет. Один преподаватель рассказывает так, а другой по-другому. А студент один. И вот он кого-то из них, из этих двух преподавателей все равно услышит. Он поймет, о чем идет речь. То есть преподаватель донесет. Такая же картина и со спикером. Спикер, то есть, может это все ту же тему, которую, допустим, я знаю, он разжует, пережует и мне расскажет. А мне останется только проглотить. Ну вот да, от такого, скорее всего, будет польза. Ну вот, а насколько, на ваш взгляд, предприниматели на сегодняшний день информационно подкованы? То есть информации действительно, вы подметили, очень много в интернете, все что угодно, и не всегда она, к сожалению, бывает правдивая. Как из всего этого потока взять только полезное? И как бы, ну и знают ли предприниматели, на ваш взгляд, о нововведениях, которые, допустим, государство преподносит в виде каких-то, возможно, ограничений или, наоборот, поощрений? Вот как вы узнаете обо всем, что происходит? Интернет. Да, двигатель прогресса. Да, узнаем это все через интернет. Да, предприниматели подкованные. Многие, получается, предприниматели читают, смотрят, следим за новостями, особенно в период нашей пандемии, особенно вот когда СВО началось. Мы за всем этим следили, смотрели, откуда взять материалы, как это взять, когда у нас ограничения пошли, когда доллар резко скаканул. Когда вот есть предприниматели, которые работают с долларами и с Центробанком, то же самое следят по ФР, ФСС, и там очень много изменений, каждый раз они происходят, чуть ли каждый квартал, да, мы за ними следим. Ну вот вы затронули тему пандемии. Как вообще удалось справиться с таким тяжелым моментом и бизнес сохранить? Наверное,
Сначала было сложно. Сначала вообще мы все не знали, куда бежать, откуда брать, Мгм. или же кому что отдать, куда деваться, да? В этом плане очень хорошо правительство помогло наше. Вообще здорово. Малому и среднему предпринимательству они прямо помогли. Можно сказать, наверное, за счет этого мы и сохранились Мгм. А чем вы и воспользовались? росли. Так, от РФ поддержка была в плане заработной платы для малого и среднего предпринимательства. Ага, а вот наша республиканская это вот по налогам. Мгм. Ну, то есть удалось сохранить рабочие места для сотрудников и зарплату, и Да, плюс налоговую льготу. да, То да, есть это помогло, да? да. Мгм. Это вообще подспорье было хорошее. Это хорошо. Ну вот у нас был такой вопрос от телезрителя. На что потратить свой первый заработанный миллион, если у тебя есть бизнес? Все-таки исполнить свою какую-то мечту или вложить в собственное дело? Вот как бы вы поступили? Я бы, наверное, 50 на 50. То есть хитрый ход. 50 это вот себя бы, наверное, поощрила, я какая молодец, да. Ну и оставшиеся, наверное, вложила бы так, чтобы она еще и работала дальше. Ну вот говорят, что от любой работы устаешь, ну это как бы факт, и порой даже разочаровываешься в той или иной работе. Но если у человека из найма есть возможность перейти на другую работу, то у бизнесмена, конечно, есть такой шанс, то есть все закрыть, все бросить, но это очень как бы жалко, это твое детище. Ну вот возникало ли у вас желание все бросить и начать сначала что-нибудь другое? Да, Да? да. В какой момент? Наверное, в самом начале своего пути. Было очень сложно. Я хотела плакать. Я хотела все бросить. Я думала, зачем оно мне надо, куда я залезла. Ой, как было сложно. Но потом в какой-то момент, бывает же такое, одна дверь закрылась, другая, вторая открылась. Да. Вот так и случилось. А что Не произошло? бросила, не бросила. Потом начала, потихоньку врачи начали приходить и так далее, и так далее. Все, мы начали расти, расти. И все, и пошло-поехало. Ну, то есть главное пережить вот этот кризисный момент. Да, главное вот в этот кризисный момент не сломаться. Ты можешь поплакать, ты можешь ножками потопать. Зачем я туда залезла? Но никак не бросать. Почему? Потому что это будет жалко. А вот есть ли какие-то перспективы для развития? В плане? Ну, вот у вас сеть стоматологических клиник. Вот, может, вы что-то еще хотите, я не знаю. Бывает же, не знаю, певцы вроде поют, да, а открывают ресторан для души. Может быть, что-то еще у вас за это время возникло, какое-нибудь желание? Честно, нет. Нет? Я влюбилась. Да? Да. Я влюбилась в стоматологию, в медицину. И, наверное, себя не вижу уже в других сферах. Мгм. Мне нравится, хорошо там. Ну вот вы же по профессии не врач. Вот Нет. как вы себя чувствуете в этой сфере медицины? Вот я ей говорю, по первости я плакала. Я куда залезла? Мне было страшно. А сейчас уже, да, легче стало. Сейчас я уже... Сколько мы работаем? 12-13 лет. За 13 лет я уже, можно сказать, собаку съела. Поняла, что к чему, как и так далее. Как работать, с кем работать, какие инстанции нужно будет проходить и так далее. Ну вот вернемся к пандемии. Как вы себя чувствуете в плане ограничений? Вот, получается, сначала была пандемия, потом ввели против нас санкции, часть материалов вроде как пропала, да? Или нет? Вот как дело обстоит сейчас? То есть нужно ли где-то что-то придумывать, где-то как-то искать, закупаться? Или есть сейчас все в России по материалам? Когда пандемия началась, да, было дело, было сложно. Все в таком нокауте были, не знали, опять-таки, говорю же, откуда что взять и так далее, да. Но пережили, слава богу, потом СВО это началось, и действительно санкции были. Многие материалы поначалу они ушли, у кого в закромах лежало, вот, те пользовались до какого-то периода. Но в конечном итоге эти же материалы вернулись.
Правда, уже под другим названием. Мгм. Но состав тот же, да? Да, состав все тоже. Правда, по цене они в 3 раза почему-то увеличились. Мгм. Хотя состав все тот же. И название поменяли, все. Ну, то есть как бы решение нашлось. Ребрейдинг сделали, Мгм. я бы так сказала. Ну вот раньше про СССР говорили, что это страна советов. Вот мы живем с вами сегодня в современной России. Советы раздают уже люди не так активно друг другу. Но при этом они могут быть весьма полезны. Вот расскажите о самом лучшем совете, который принес вам хорошие результаты. Кто это был, кто вам дал какой-то хороший, дельный совет, который вы смогли применить на практике? Мне нравится смотреть фильм «Унесенный ветром». Мгм. В этом фильме, помните, наверное, фрагмент, как война, янки и все остальное, да? На поле вышла Скарлетт О'Хара, нашла морковку и сказала, завтра будет лучше, чем сегодня. Мгм. Вот. Это даже вот такой лирический мотив. А как вы реагируете на критику в свой адрес? То есть, как бы в любом случае, мне кажется, бизнес-сообщество, оно достаточно жесткое, несмотря на свою вот это внешнее появление, скажем так, доброты, но люди-то достаточно с крепким характером там находятся. Вот как вы получаете критику и как к ней относитесь, если получаете? Критика, она везде, она присуща, она должна быть. Ну, это чисто на мой взгляд. Без критики вообще никак. Да, критику получаю. И, наверное, она мне дает задуматься. Правильно ли вы двигаетесь в том направлении? Да, в том или ином направлении, правильно ли я это все делаю. А если неправильно, то почему неправильно? То есть такой минутка самоанализа. Да. Не расстраиваетесь, когда критикуют? Раньше расстраивалась, раньше была молодая, горячая. А сейчас критика, окей, хорошо, посмотрю. Мгм. А потом действительно я перепроверяю, анализирую. Если присуще, если есть, то да, значит правильно. Мгм. Обижаться нет, не обижаюсь. Это хорошо, это правильно. Но вот сейчас очень часто стали говорить о каких-то своих провальных историях, то есть не обязательно, что все круто и замечательно. Вот был ли у вас какой-нибудь грандиозный провал, с которым вы сталкивались, который вас чему-то научил? Скорее всего, нет, Мгм. но мог бы быть. Да? Да. Как вы себя уберегли? Помните, я говорила, нужно уметь и слышать, и слушать. Мгм. Вот. Оно мне помогло. Про кадры. То есть это очень серьезный вопрос кадровый. Кадры решают все, мы все это прекрасно знаем. Вот как найти компетентных специалистов? Готовят ли у нас их в Якутии? Или нужно, я не знаю, их искать где-то в других местах? Вот как в вашей сфере? Кадры. Мгм. Сложный вопрос. Почему? Потому что с кадрами это вообще, наверное, в любой сфере сложно. Найти такого вот хорошего сотрудника. У нас в Якутске, да, можно найти, не спорю. А вот лучше найти готового специалиста, который все умеет и работает супер здорово, или можно, скажем так, вырастить человека. То есть взял студента, он прошел практику, после практики взял его на работу, вот он растет вместе с тобой. Я, наверное, склоняюсь вот к такому варианту. Почему? Потому что, вот честно сразу скажу, студент вышел, диплом получил, к нам на работу, допустим, пришел, я ему могу спокойно сказать, забудь, Все, чему порвать и тебя учили. выбросить. Почему? Потому что будем учить все заново, будем учить, показывать, рассказывать, объяснять. Мгм. Конечно, институт дает практику, точнее теорию, Базу, да? базу основную. А вот с практикой сложновато. И вот как раз-таки работодатель, он зачем гонится? Он за практикой гонится, а не за теорией. Ну да. Чтобы рука была набита, чтобы умел Конечно, всё. конечно, чтобы знал, кто, что да как. Мгм. Поэтому я, наверное, лучше возьму вот студента, диплом, практику прошел, сертификаты имеются соответствующие, все. Можно уже начинать работать. Тем более, насколько... Я с этим просто сама сталкивалась, опыт работы все требуют. А откуда его взять, если... Да.
Если ты вчера никуда не студент. берут. Да, мы же не рождаемся уже с трудовой книжкой. Сложно. Ну вот, а как студентов поддерживать в таком деле? То есть, ладно, там, я не знаю, когда ты вот журналист, к примеру, как я, да, пришел, пишешь статьи, стараешься, сюжеты снимаешь, а вот практика, это же с людьми, это же целое дело. Вот как медиков поддерживать? То есть увеличивать количество часов в институте практических или вот какой бы вы совет дали? Я, наверное, больше дала практики. Практические, мануальные навыки. Мгм. А вот как быть хорошим руководителем? Ну, все же всегда хотят работать с адекватным, интересным, добрым, понимающим начальником. Но чтобы стать таким, мне кажется, нужно прям годами трудиться над собой. Это опять-таки опыт. Да. Это опыт. Не просто так, да. Да, действительно, чтобы стать хорошим директором, нужно... Ну, я, допустим, прислушиваюсь к своим сотрудникам. Мгм. И большинство моих сотрудников, они предлагают те вещи, действительно дельные вещи. И мы с этими дельными вещами, идеями, идем вперед. Ну, то есть это не директор, который я сказал. Это Гитлер в юбке? Нет. Тиран, не деспот? Нет, нет, нет. Сейчас уже не то время так работать. Ну, то есть сейчас больше партнерские отношения, да? Да. У работодателя Да. с подчиненными. Ну вот хочу с вами поговорить немножко о личном. Вот давайте вспомним себя маленькими. Вот кем вы хотели стать, когда вырастете? О чем мечтали? Кем я себя видела Да, в детстве? да. Это такая история. Это это даже смешно, наверное. Помню такой момент, лето, бумага А4, тогда еще желтая такая была. Это не то, что сейчас Снегурочка белая, да, она желтая такая. И у меня стопка. И я эту стопку бумаги беру, у меня планшет, калькулятор, ручка, что-то там столбы рисовала, что-то там делала. И приходила в теплицу. Это типа мои сотрудники. Теплица, огурцы, да, висят. Вот. Это типа мои сотрудники. Хорошо поработал, ладно, хорошо. А ты плохо, и хрясь огурчик съела. Это вот наказание, пошла дальше. И вот в этот вот свой планшет что-то я там писала, что-то делала, что-то какие-то галочки ставила, потом это все высчитывала, просчитывала. И вот в таком вот духе я почти постоянно так играла. Бумажки перебирала, кому-то что-то указания давала. Прирожденный директор, да? Наверное, не могу сказать. А вот как вы профессию выбирали? Сейчас у нас ребята заканчивают школу, уже, по-моему, сдали практически последние экзамены. Нужно сделать такой большой шаг в будущее. Как не ошибиться с выбором профессии и как вы выбрали себе профессию? Я пришла вообще свою не сферу, в профессию пришла очень так случайно, можно сказать, нечаянно. Шла и зашла. Я даже не думала, что я еще закончу, я еще диплом получу, еще по этой специальности. Нет, не думала. Но в конечном итоге меня она затянула. А вы на кого учились? На бухгалтера. Первое мое среднее бухгалтер, и второе экономист-аудитор, и третье юриспруденция. Это второе высшее образование. Вот. И бухгалтерский учет, когда пришла, я не ожидала, что я туда поступлю. Затянуло? Интересно было? Очень затянуло. Меня на 3 года так затянуло. Хорошо так затянуло. Я прямо считала, просчитывала амортизации и все остальное, выхлоп как дешевле и так далее. Даже ходы свои просчитывала. Вот до такой степени затянула, а потом все в один прекрасный момент. Что утром проснулась, хоп, что-то надо менять в жизни. Когда решили свое дело открыть? Да. Ну вот, а давайте ребятам молодым дадим совет, вот, которые сейчас будут поступать, как им выбрать профессию, как не прогадать. Сейчас такой выбор огромный. Вот на что сделать упор в современном мире, как вы считаете? Что сейчас перспективно? Ну, перспективно, на мой взгляд, все. Я так вижу, что перспектива
Тот же самый тракторист, допустим. Не все же могут быть бухгалтерами. Не все же должны быть бухгалтерами. Трактористы тоже нужны, сантехники тоже нужны. Но опять-таки выбор профессии должен быть по, наверное, желанию и по душе. Ну, а если родители давят? Бывает же такое, что вот родители хотят какие-то свои мечты, можно сказать, исполнить и увидеть в своем ребенке, не знаю, там, семья врачей. Они говорят, нет, будешь врачом. Или там, семья музыкантов, нет, будешь музыкантом. А у ребенка душа к другому лежит. Нужно себя слушать. То есть мы вот сейчас же ребятам даем совет. Сердце надо слушать. Вот, а как с родителями поспорить? Ну, это тяжелый вопрос, это сложный такой вопрос. Мне кажется, наоборот, должны родители прислушаться к ребенку. Ребенок что говорит, что хочет. Все-таки сердце будет говорить, куда он хочет пойти. Она. А уже родители должны поддержать. Да. Ну вот у вас 2 сына. Расскажите нам немножко о них. Ну вот у них, наверное, миллион историй с ними связанных. Вот как вы отдыхаете? То есть сейчас лето, вот пора каникул, нужно с детьми больше времени проводить, потому что кто в лагерь не отправился, остался дома, все равно с работы сразу к ним. Вот как планируете время проводить? Ой, мое время начинается, мы сейчас на даче живем, и начинается с калитки. Почему с калитки? Детское время. Потому что они как будто слышат или чувствуют. Начинаешь подъезжать, хоп, ворота уже открываются. Хоп, ребенок уже стоит и все такое. Ага. Недавно вот старший. Мама говорит, а он шампунем помылся, взрослым. Ага. А детский свой не нашел. Мама говорит, я такая, что случилось? Мама, срочно меня запиши к перхологу. Я такая, а кто это? Ну, мама, у меня перхоть пошла, у меня перхолог нужен. А, поняла, хорошо, запишу. И теперь, а мама из дома вышла и забыла. Вечером пришла, и это... А он, видимо, понял то, что я забываю. Теперь в течение дня по несколько раз звонит и говорит, мама, ты меня записала к перхологу? Напоминает. Да, Проверяет. напоминает, да. Теперь ищу я перхолога. Нет такой профессии. Ну вот у бизнес-леди не так много времени. Вот как находить все-таки возможность, чтобы провести побольше времени с семьей? Вот нужно очень планировать все хорошо, либо наоборот это должно быть это что-то спонтанное, какие-то решения. Вот собрались, не знаю, в субботу есть свободное время, все, поедем отдыхать. Вот как вы решаете эти вопросы? Эти вопросы... ну, у меня рабочее время, рабочие дни пятидневка. Я эти дни стараюсь планировать и стараюсь пораньше освободиться, особенно летом, особенно к пацанам своим, мальчикам своим. Если я пораньше освободилась, все, собираемся, поехали. А если позже приехала, ну, что теперь сделаешь, работа. А так, суббота, воскресенье, да, нет, я не работаю и чисто только с детьми. А лето как проводите? Любите путешествовать? Да. Расскажите, что планируете? Где были в прошлом году? Что хотите посетить в этом? В этом году мы особо не планировали и не планируем, но уже точно сидим на чемоданах. А куда собираетесь-то? Пока не скажу. Секрет? Да. А вот вы говорили, Надеюсь, получится. мы с вами до эфира болтали, и вы сказали, что вы очень любите путешествовать по Якутии. Расскажите немножко об этом. С детьми как сплавлялись. О, это было вообще Ну, красота. это же сложно все-таки с детьми, как бы, потому что сколько им сейчас лет, парням? На данный момент старшему 9, младшему 8. Ну, значит, в прошлом году одному было 8, другому 7, но они уже относительно большие, но все равно они же такие погодки, поэтому, мне кажется, с ними глаз да глаз. Как вы отдохнули? Одним глазом, Да? одним глазком. Отдохнули. А так сплавлялись. Я не ожидала, конечно, то, что дети, ну, маленькие относительно же, да, и то, что они грести будут, помогать будут, клички дать, заводилами будут. Вообще не ожидала от своих мальчиков. Ну, хорошо. В палатке ночевали. Правда, на следующий день в комарах проснулись, но ничего, нас это не остановило. Пошли дальше купаться. Потом обгорели, нам было больно ходить, движение, боль было. Но ничего страшного, то же самое. Все отошло, кремами намазались и поехали дальше.
Но как вы думаете, у нас Якутия перспективный регион для развития туризма? У нас говорят, что типа вот, очень холодно. Но несмотря на это, мне кажется, в этом есть какой-то свой шарм. А летом у нас очень жарко, зимой очень холодно. Мне кажется, что у нас можно туристов этим как-то заманивать. Вот как вы считаете? Можно привлечь к нам в Якутию больше туристов? Да. Что для этого нужно будет сделать? В первую очередь, я так думаю, логистику. Мгм. Логистика – это сейчас стоит очень остро. Почему? Потому что у нас расстояния очень большие от точки до точки. Да. Была бы хорошая логистика, мне кажется, туристов еще больше было бы. И желающих даже из нашего населения было бы еще больше. Да, потому что не все, кто живет в Якутии, к сожалению, был даже на Да. тех же Ленских столбах, Да. не говоря уже про Эмикон и другие Мгм. красивые места, которые хочется увидеть. Логистика рулит. Нужна логистика. Но как вы думаете, вот если появится мост, о котором мы очень много и долго говорим, это какие проблемы решит? Даже в части бизнеса? Все. Все. Поставка материалов, поставка оборудования, поставка элементарно продуктов, тех же самых туристов. Ну, то есть плюс цена, естественно, у нас станет на все, надеюсь, ниже. Да, я тоже на это надеюсь. Мгм. Вот еще у вас, я знаю, есть какая-то очень интересная история про участника СВО. Вы оказывали ребятам помощь. Вот что вы сделали? Она была такая, скажем, профессиональная. Да, нам с нашей ассоциацией обратились, клич кинули, точнее, в ассоциацию по поводу портативной установки. Мгм. Ага, она у нас была на тот момент. Ну, портативная установка — это бормашина? Да, это бормашина, которая такой маленький чемоданчик. Ну, я бы не сказала, что совсем такой маленький, но он как... ну, вот советские чемоданы же бывают такие вот. Вот такого же размера, который складывается и раскладывается за 3 минуты. В него уже компрессор входит, работает он безмасляным. Мгм. Электричество можно и подключиться, и можно не подключаться к электричеству. То есть ее можно будет, заряжается. да, ее можно будет таскать по полю. Мгм. Ничего с ней не будет. Железный короб, кожух. Вот, как услышали, а оно у нас совсем новенькое стояло, решили его отдать. Мгм. А кому отдали, куда? С его, насколько, ой, честно, я даже не скажу, но это наш коллега, стоматолог тоже. То есть он, получается, собирался уезжать на СВО, и вы вместе с ним передали, и он там ребят лечил? Да. Передовой, да? Да, да. Он приехал, сказал, он приехал, обратился в ассоциацию с просьбой помочь, так как на передовой у многих зубы болят, Мгм. и, мол, удалять жалко, подручными средствами приходилось там удалять какие-то моменты. Ага, когда мы это услышали, решили отдать. Ну вот как вы считаете, какие у нас перспективы в плане у предпринимательского сообщества, в плане реализации каких-то вот добрых дел? То есть сейчас, мне кажется, очень много людей откликается на, допустим, тот же клич наших ребят с СВО. Во время пандемии очень было развито помогать друг другу. Вот как вы считаете, волонтерство в целом и вот взаимопомощь друг другу, она сейчас лучше стала, чем, допустим, 10 лет назад или нет? Если честно, наверное, волонтерство и 10 лет назад было. Ну да. Только, наверное, такой большой огласки не было. То есть вот было, есть и будет. Но сейчас вот огласку кидаем, допустим, да, вот тот же самый с СВО огласку кинули, просьбу кинули, и все, всем миром пошли помогать. Ну как вы думаете, это хорошо? Конечно. Это очень хорошо. Без этого вообще никак. А вот предпринимательское сообщество, оно дружное? Вот вы говорите, у вас есть ассоциация. Кто в нее входит? Все стоматологи. То есть вы там какие-то проблемы обсуждаете или, наоборот, советуетесь? По-разному. Прям там все есть. Да? Начиная от советов, от рекомендаций, заканчивая до семинаров, вебинаров, обучения. Там все.
А бывает так, что, вот, допустим, вот у меня клиника, у вас клиника, у меня есть хороший врач, и вы такие, оп, и его переманили. Смотрите, я, наверное, из-за того, что без медицинского образования, я не врач, да, я так не делаю. Я так не люблю делать, переманивать. Да, действительно, хороший специалист, да, может работать. Но если он там сидит, работает, то значит ему хорошо, комфортно. Всем хорошо, комфортно. Зачем его дергать, себе переманивать? Какая гарантия, что у вас или у меня не понравится? Или наоборот понравится. Поэтому нет, я со своей стороны я пресекаю. Нет, других коллег с других клиник я не переманиваю. Захотят, сами и придут. Ну и не люблю, когда моих переманивают или хотят переманить. Бывает такое? Конечно, бывает. Ну, просто я считаю, это нечестно. Но в предпринимателе какое самое главное качество? Все-таки честность? Да, честность. Нужно, чем честнее и правильнее будешь, по крайней мере, к себе, да, тем лучше. И принципы какие-то есть, понятия какие-то есть. Ну, давайте в завершении нашей программы дадим какой-нибудь хороший совет всем жителям Якутии. Тем более у нас впереди большое яркое событие. Это международные спортивные игры «Дети Азии». Можно обратиться к спортсменам, можно обратиться к школьникам, кому угодно. Вот какой бы вы совет дали? Школьникам, «Дети Азии», да? Я бы, наверное, сказала то, что ребятишки, радуйтесь! Лето такое короткое, детство такое короткое, успевайте, отдыхайте. Благодарю вас за интересную беседу. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас 19:15. Расскажем обо всем в деталях.